Продолжаем узнавать секретные способы и материалы для изготовления волшебных палочек. Сегодня мы сделаем палочки из простых и доступных материалов. Нам понадобится офисная бумага размера А4, спицы, пластилин, салфетки, клей ПВА, акриловые краски и кисточка. В этом выпуске мы будем изготавливать волшебные палочки 5 студентов из разных магических школ. Начнем с палочки Джинни Уизли. Сначала изготавливается корпус. Для этого скручиваем плотную трубку из бумаги с помощью спицы. Начинаем скручивать с нижнего края бумаги. Держим спицу под углом, чтобы у нас получилась максимальная длина трубочки. Стараемся скручивать плотно и равномерно. В конце скрепляем уголок скотчем или клеем. О волшебной палочке Джинни нам ничего не известно. Ни в книгах, ни в фильмах нет никакой достоверной информации. Однако среди фанатов Гарри Поттера бытует мнение, что палочка Джинни идентична палочке Лили Поттер. Также имеет длину 11 дюймов, то есть 28 сантиметров. Сделана из ивы и сердцевина из волоса единорога. Лепить узор на волшебных палочках мы будем из пластилина. Это самый удобный и легкодоступный материал. А ориентироваться мы будем на образец из музея Гарри Поттера. Пластилин достаточно податливый материал, из него можно слепить все что угодно и придать любую форму. Так как наша бумажная трубочка получается пустой внутри, вы также можете положить внутрь магическую сердцевину. Обычно это бывает перо феникса, сердечная жила дракона или волос из хвоста единорога. Но вы можете положить внутрь бусины или разные блестки. Итак, когда мы слепили основную форму волшебной палочки, мы приступаем к ее укреплению. Для этого нам необходима салфетка и ПВА-клей. Покрываем тонким слоем кусочки салфетки на клей ПВА и стараемся не терять узор волшебной палочки. Также не волнуйтесь за пластилин, который будет внутри, с ним ничего не станет. А благодаря слою клея ПВА и салфетки он станет еще прочнее и сохранится узор. Итак, приступаем к следующей волшебной палочке. Это палочка Седрика Диккори. Также из бумаги крутим основу для палочки и подгоняем под нужную длину. Об этой волшебной палочке нам известно уже побольше. Сделана она из ясеня с начинкой из волоса единорога и имеет длину 35 сантиметров. Рассказывается, что Седрик приобрел ее в возрасте 11 лет в магазине Оливандера перед поступлением в Хогвартс. Она была описана Оливандером как хорошо упругая во время обязательного осмотра палочек перед турниром 3 волшебников, в котором участвовал Седрик. Оливандер упомянул, что волос единорога внутри палочки принадлежал самцу, который чуть было не забодал его своим рогом после того, как тот вырвал волос из его хвоста. Внешне палочка выглядит довольно простой, без выпуклых элементов, но на рукоятке есть красивый узор, орнамент, о значении которой нам не рассказывается. Следующая волшебная палочка выглядит довольно необычно и принадлежит она Виктору Краму, студенту из Дурмстранга. Рассказывается, что она сделана из граба, сердцевины из сухожилия дракона. В длину имеет 27 сантиметров. Изогнутую голову птицы или магического существа на рукоятке мы делаем из бумажной основы, из которой состоит наша палочка. Просто ее сгибаем вот в виде буквы S. Далее будем делать красивую, изящную волшебную палочку Полумны Лавгуд. Так выглядит вторая волшебная палочка Полумны.
Про первую палочку в книгах мало что говорится. Упоминалось, что она любила закладывать ее за ухо. Первую палочку конфисковали пожиратели смерти, когда взяли Полумну в плен и держали в подвале особняка Малфоев. Про вторую волшебную палочку тоже мало что известно. Выглядит она как нераскрытый бутон цветка. И последняя, пятая волшебная палочка принадлежит Джоу Чанг, сделана из неизвестного материала с неизвестной сердцевиной. Длина примерно составляет 11 дюймов. Как нам всем известно, сначала изготавливается корпус. Он может быть разной длины и толщины. Материалом может служить дерево разных пород. Затем внутрь помещается перо феникса, сердечная жила дракона, волос из хвоста единорога или другая сердцевина, несущая в себе мощную магическую составляющую. Каждая волшебная палочка уникальна. На ее магические свойства влияет любая деталь ее облика. И если вы решили создать себе волшебную палочку, то хорошенько подумайте, какими магическими свойствами она должна обладать. Ведь правильно подобранная палочка – залог успешных заклинаний волшебника. Она будто становится его продолжением и максимально раскрывает способности колдующего. Поэтому мастера волшебных палочек говорят, что палочка сама выбирает волшебника, а не волшебник ее. Даем нашим палочкам хорошенько засохнуть и приступаем к покраске. Красить мы будем акриловыми красками. Если же вы будете красить, например, гуашью, то советуем изделие после покраски покрыть лаком, чтобы палочка не пачкала руки.